И WorldSkills, наверное, Россия вступила в это движение в 2012 году, в 2012. На мой взгляд, за 5 лет прошли тот путь, который многие страны проходили более длительный период Напомню времени. нашим зрителям, в 2013 году состоялся чемпионат мира, на котором сборная России заняла последнее место. В 2015 году мы были во второй десятке, а в этом году, в 2017 году, на мировом чемпионате в Абу-Даби, который буквально 3 недели назад закончился, Российская Федерация заняла в общекомандном зачете, если по баллам, первое место, если по медалям мы 5-е. Это очень большой прогресс. Этому можно Эмиль, просто вы знаете, поаплодировать. вот чтобы сборная России по футболу так играла, понимаете, 3 чемпионата и уже первое место. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмесис. Вы смотрите самую вкусную программу на канале ТНВ «Секреты татарской кухни». И сегодня к нам в студию мы пригласили координатора движения WorldSkills в Республике Татарстан Эмиля Губайдуллина. Встречаем! Исянмесис Эмиль! Здравствуйте! Эмиль Губайдуллин, координатор движения WorldSkills в Республике Татарстан, курирует деятельность департамента по подготовке мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани. Окончил Академию социального образования, а также Институт педагогики и психологии профессионального образования Российской академии образования. Работал специалистом по работе с молодежью Молодежного центра Республики Татарстан, руководителем департамента и исполнителя дирекции 27-й Всемирной летней универсиады 2013 в Казани. Сейчас является генеральным директором Центра развития профессиональных компетенций, а также заместителем генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов. По традиции вашей программы, и мы не могли прийти с пустыми руками, у нас от наших ребят, от сборной республики, для вас есть небольшие подарки. В первую очередь, это, конечно же, футболка, надевая которую вы будете ощущать свою причастность к этому движению. И второй небольшой подарок пришлось, опять же, у некоторых из наших чемпионов отобрать. Это медаль за первое место на республиканском чемпионате 2017 года. Ее пока ни у кого нет, она есть только у вас. Поэтому... Можно я ее одену, когда мы накроем стол? Конечно. Потому что пока вот все равно хоть не заслужил. Сегодня движение WorldSkills – это признанное международное сообщество. Оно призвано популяризировать рабочие профессии и способствовать развитию профессионального образования. WorldSkills называют Олимпийскими играми среди рабочих компетенций, и команда для участия подбирается также основательно. Теоретически принять участие может любой молодой квалифицированный рабочий, студент университета или колледжа в возрасте до 22 лет. Россия подключилась к мировому движению WorldSkills только в 2012 году, хотя самому движению уже 70 лет. Сегодня в России интерес к этому явлению набирает все большую силу. А то, что страной проведения мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 стала Россия и город Казань, только подогревает интерес. Эмиль, большое спасибо вам, огромное спасибо. Но ведь главная задача – накормить и ведущего, и себя. Обязательно. Что вы будете готовить? Я думаю, что поможет нам ответить на этот вопрос наш коллега, наш соратник, человек, который прошел в движении WorldSkills, наверное, все ступени, начиная от участников, экспертов, волонтера. Поэтому я думаю, что есть смысл пригласить его в студию. Это Никита Хохрин, а он нам уже поможет. Встречаем Никита, профессиональный повар, участник соревнований WorldSkills, да? То есть вы лично там были и все это видели? Конечно. Медаль есть? Или это вашу медаль не подарили? Никита Хохрин, эксперт чемпионата WorldSkills в компетенции «Поварское дело». Окончил Международный колледж сервиса. Экс-член расширенного состава сборной Российской Федерации в компетенции «Поварское дело». Участник экспедиции на Баренцево море в поддержку WorldSkills Казань 2019. Также принимал участие в работе стенда WorldSkills Казань 2019 в Гетеборге. Тренер сборной Татарстана в компетенции «Поварское дело». Никит, спасибо, что пришли к нам. Расскажите, что Эмиль и Руслан будут готовить. Эмиль и Руслан будут готовить сегодня, на первую очередь, манты. Немного изменим форму. Это будут также традиционные татарские манты, говядиные. Итак, мы начинаем готовить манты по-татарски. Прошу, мы готовы. Я думаю, что вы займетесь мясом. Так, прошу, давайте. Сегодня мы готовим из говядины, традиционный рецепт. А вы, Эмиль, я думаю, займетесь картошкой. То есть так же мелко режем, как обычно на манты? Да, мелкий кубик. Вот это отлично. А я займусь тестом. Это обычное пресное тесто, яйца, мука, вода, соль.
и растительное масло. Начинаем. Буквально один маленький вопрос. Вот вообще, Эмиль, у вас серьезная должность, да, практически мало времени. И, в принципе, потому как вы держите нож, я понимаю, Конечно. что все-таки... Жена готовит. Вот это у меня был единственный вопрос. Единственный вопрос, ответ я на него получил. А вопросы про движение WorldSkills, на самом деле их у меня много. И давайте начнем вот с прошлого. Ведь раньше в Советском Союзе были различные конкурсы, как лучшая профессия, лучший мастер своего дела. Почему тогда еще вот Советский Союз, он не встал в движение WorldSkills? Ведь в 1953 году они уже начали свою работу. В 50-м. Но я думаю, что на самом деле в те годы, наверное, у Советского Союза, потом у России были определенные свои стандарты, которые, в принципе, всех устраивали, и именно наши выпускники наших СУЗов, ПТУ, так называемых, в то время были достаточно конкурентоспособны, и уровень подготовки ребят был хороший. Но, к сожалению, события, которые произошли в начале 90-х, и то, что происходило затем с нашей системой образования именно СУЗовской, привело к тому, что от многого пришлось отказаться, наши учебные заведения были в печальном состоянии, и сейчас именно уже ведет такая вот работа по восстановлению, скажем, этой системы. И WorldSkills, наверное, Россия вступила в это движение в 2012 году, и мы, наверное, нашли просто такую систему, тот механизм, который нам в этом помогает. Потому что не пришлось изобретать колесо, вот оно, опробировано, 60 лет существует. Ведущие страны приносят плоды. Ведущие страны по этой технологии готовят специалистов, одних из лучших, как показывает мировая практика, и те чемпионаты, которые проходят. Поэтому, собственно говоря, вот в 2012 году мы начали это внедрять. И, на мой взгляд, за 5 лет прошли тот путь, который многие страны проходили более длительный период напомню времени. нашим зрителям, в 2013 году состоялся чемпионат мира, на котором сборная России заняла последнее место. В 2015 году мы были во второй десятке, а в этом году, в 2017 году, на мировом чемпионате в Абу-Даби, который буквально 3 недели назад закончился, Российская Федерация заняла в общекомандном зачете, если по баллам, 1-е место, если по медалям мы 5-е. Это очень большой прогресс. Поэтому этому можно Эмиль, просто вы знаете, поаплодировать. вот чтобы сборная России по футболу так играла, понимаете, 3 чемпионата и уже 1-е место. Эмиль, скажите, пожалуйста, а вот кто принимает участие? Как попасть в команду, вот, допустим, Республики Татарстан? Для того, чтобы попасть, ребята проходят достаточно большой путь, потому что для начала они проходят соревнования, у них проходят в их учебных заведениях, для того, чтобы отобраться, кто же лучший. Затем, если по данной компетенции готовят специалисты большое количество учебных наших заведений, например, вот у Никиты в его компетенции очень большая конкуренция, поэтому то проходят чемпионаты сетевые, когда уже лучшие ребята, представители различных колледжей соревнуются между собой, и уже лучшие из лучших, как правило, это 5-10 человек, выходят на чемпионат Республики Татарстан, где уже доказывают, кто из них номер 1 и кто из них будет представлять нашу республику на финале национального чемпионата или на полуфинале для начала. Кстати, назовите нам вот хотя бы 5 самых популярных направлений. Самые популярные, наверное, это, опять же, повара, это кондитеры в любом случае, да, это именно специалисты сферы услуг, в первую очередь. Большая достаточно популярность по специалистам по дошкольному образованию, 1-х классов. Большая конкуренция у сварщиков, достаточно большая конкуренция в ряде компетенций IT-отрасли. То есть, в принципе, с каждым годом все-таки все больше и больше ребят. Хорошо, а вот вы вступили в движение WorldSkills. Какая итоговая цель? Наверное, все-таки самое главное, мотивация у ребят, она какая? Быть лучшим в своей компетенции, именно быть лучшим специалистом в своем деле. Доказать это на всех уровнях, и, соответственно, это же влияет на все, на будущее, на трудоустройство, в том числе на материальное положение. Интерес очень большой, очень приятно, что на самом деле данное движение поддерживают и представители, в том числе бизнеса и экономики. Например, известный ресторатор, раз уж мы сегодня находимся на кухне, Аркадий Новиков, я думаю, что многие его знают и слышали, человек, который тоже выходит из системы ПТУ и сделавший себе имя и состояние на как раз создании ресторанного бизнеса, он активно наших ребят поддерживает, и ищет кадры себе среди выпускников движения, приглашает их к себе в ресторан на стажировку. Некоторые из ребят остаются у него работать поварами, кондитерами, официантами и так далее. Он, собственно, является на данный момент нашим послом именно мирового чемпионата 2019 года, который в Казани пройдет, и активно поддерживает. Самый трудоемкий процесс приготовления нашего блюда закончен. Аккуратненько
можно сказать, покрошили мясо, картошечку. Эмиль, 5 баллов. Медаль у вас уже почти. Ахмед. Так, давайте я сейчас переложу. Что с тестом делаем? Пока вы мешаете начинку, я буду раскатывать, порежем, потом будем уже... Так, Эмиль, прошу, добавляйте. Перемешайте. Лук мы еще не порезали. Давайте я возьму это на себя. Кстати, Никита, вопрос к вам. Как повар-повар, начинающий профессионал. Вы вообще татарскую кухню-то вот на состязаниях WorldSkill как-то пропагандируете, готовите, рассказываете о ней. Да, сейчас... Мы же все-таки из Татарстана команда-то. Да, сейчас набирает обороты компетенция татар-ашлары, это приготовление татарской кухни губадья, чак-чак, котлеты, рулеты с говядиной. Татары всей России, в общем-то, присоединяются, приезжают в Казань, мы их обучаем, наши компетенции зачастую, и проводим соревнования на сетевом уровне также. В котором всегда побеждают участники из Казани, да? Нет, я бы не сказал. Знаете как, у нас есть компетенции приготовления осетинских пирогов. Не всегда осетины побеждают. Так что в этом моменте тоже татары. Но мы на самом деле для себя такую задачу поставили, постараться эту компетенцию вывести и на международный уровень. Мы, в частности, в рамках наших презентационных мероприятий, в рамках которых мы рассказываем о городе и о предстоящем чемпионате 2019 года в Казани, вывозим как раз наших коллег, вывозим кухню на различных выставках, чемпионатах, презентуем. То есть, собственно говоря, вот, например, Никита в том году в Гетеборге, в Швеции, всех зрителей обучал приготовлению татарских треугольников, рассказывал, как это происходит, кормил. В этом году мы в Абу-Даби поступили также, то есть наши повара, опять же, обучали приготовлению татарским блюдам. Поэтому определенную задачу мы для себя поставили в 2019 году здесь, в Казани, всю мировую общественность накормить по полной треугольниками. Посмотрите, пожалуйста, Никита, как я красиво нарезал лук. Отлично. Так, мы его сейчас добавляем к начиночке. Что-то будем еще добавить, кроме соли и перца? Я думаю, что нужно будет добавить еще кинзу, мелко порезать также. Такая дополнительная хитрость, да, в начинке? Да. Кстати, мы сегодня используем небольшие хитрости, а вот на соревнованиях WorldSkills существуют мировые стандарты. Кстати, вот в поварском деле какие стандарты? И сложно ли они адаптированы к российским или нет? Ну, на самом деле критериев очень много, поэтому с этой точки зрения оценивается очень много. От того, как человек, повар, да, организует свое рабочее место, как он работает с инструментами, да, с ножами, со всем остальным, какую технологию он применяет. В целом, я говорю, если брать поваров, конкуренция очень большая. И очень часто даже на первый уровень выходит не само их профессиональная подготовка, да, а то, как спортсмен, да, ну, скажем так, в этом случае фактически спортсмен, соревнующий участник, каким образом он готов психологически к самому тому же чемпионату. Это очень важный аспект умения выстроить диалог с экспертом, потому что, как правило, человека судят эксперты из других регионов, из Кстати, других стран. чтобы выстроить диалог, нужно ведь знать английский. Безусловно. И это Как тоже... с этим проблемы есть у нас? Вот сборная Татарстана возьмем. Но мы сейчас для сборной Татарстана такую программу запустили совместно с одним из крупнейших мировых компаний, которые занимаются обучением английскому языку. Мы для всех членов нашей сборной Татарстана именно проводим обучение английскому языку как в очной форме, так и в заочной в онлайн-системе. Ежемесячно мы отслеживаем результаты наших ребят, соответственно, корректируем им, делаем какие-то мотивационные программы, то есть в виде стажировок за границу, в виде каких-то подарков за их старательность. Поэтому такой момент есть, он важен. Но, в частности, есть компетенции, в которых знание языка, если это не повара, там, например, медицинский социальный уход, либо там администрирование отелей, когда знание английского языка является одним из основных инструментов, да, именно соревновательных данной компетенции. Эмиль, скажи, пожалуйста, готова ли у нас начинка? Все, микс замечательных продуктов готов. Никита, готовы ли у нас формочки для манты? Рассказывайте, в чем же секрет? Я бы не сказал, что это секрет, это небольшое изменение формы. Возьмем начинку, примерно около 20 грамм, кладем. Обычно, когда у нас готовят хозяйки, они говорят на глаз, а тут, вот, когда приходит повар, сразу 20 грамм начинки. Так, что это за соус? Это не соус, это лизон, то есть яйцо взбитое. Мы намажем по краям для того, чтобы манты при приготовлении не расклеились. Дальше мы накрываем сверху второй половиной. Кстати, Эмиль, вы запоминайте, мы попробуем с вами сделать. Получается ащ-пашмак. Да. Такой небольшой, для начала. Ащ-пашмак, дальше. Дальше мы сажаем его, можно так сказать, и закручиваем. Ащ-пашмак превращается в пельмень.
Да. Да? Это ich письмо. Вот, а когда вот так вот все, можно, пожалуйста, я покажу нашим зрителям финал. Вот они. Стильные, современные манты. Попробуем мы это повторить. 20 Давайте. грамм. Да, 20 грамм мне, вам и Никите. Есть у меня вопрос. Эмиль, вот в 2019 году, уверен, пройдет у нас WorldSkills шикарно, достойно, максимальное количество народу приедут, да? Все будут рады, но ведь они потом уедут. Что ожидает нашу республику после окончания чемпионата мира в 2019 году? Мы отдельно сейчас работаем, в том числе над программой наследия чемпионата, как материального, так и нематериального. То есть чемпионат еще не начался, а вы уже Конечно, мы работаете думаем, над ведь основная задача все-таки чемпионата – это привлечь наших молодежь, в том числе родителей, к тому, чтобы они как можно больше людей шли обучаться именно на представителей рабочих профессий, так называемых, на специалистов. Чтобы в наших техникумах, колледжах конкурс был 10 человек на одно место. В том числе. Сейчас, кстати, такой конкурс фактически уже во многих колледжах и есть. И для того, чтобы для нашей экономики, для наших организаций, предприятий, республики, России все-таки готовились именно высококлассные специалисты соответствующего мирового уровня. Это, наверное, одна из задач. Помимо этого, мы как раз думаем, куда применить то наследие, которое может образоваться на базе самого выставочного комплекса. Сейчас мы обсуждаем возможность создания на базе, на части помещений именно Казань-Экспо, того объекта, который строится сейчас как раз к самому чемпионату, некого всероссийского центра, который как раз был бы направлен на то, чтобы всех наших ребят со всей России, наших педагогов, экспертов обучать именно последним тенденциям. То есть вы хотите сделать из Казани всероссийский центр WorldSkills, да, скажем так, образовательный вот центр. Друзья. Вот это задача. В общем, с нетерпением ждем 2019 года. Дальше мы перекладываем манты. Наши современные татарские красивые манты. Готовить мы будем манты минут 35-40. Итак, прошу. Можно сказать, что манты у нас практически готовы. А для вас, уважаемые телезрители, у нас еще есть десерт. После небольшой паузы мы его приготовим вместе с вами. Манты. Для начинки говядину и картофель нарезали кубиками, репчатый лук и кинзу мелко нашинковали. Все ингредиенты смешали в глубокой посуде, приправили солью и перцем. Из 2 яиц, воды, растительного масла и муки замесили пресное тесто. Тесто раскатали в тонкий пласт и нарезали на небольшие квадратики. В середину каждого квадратика положили приблизительно по 20 грамм начинки. Сначала края квадрата сложили друг на друга и слепили в форме треугольника, а затем кончики треугольника соединили, получив тем самым своеобразный пельмень. Подготовленные манты выложили на смазанные растительным маслом листы мантоварки и готовили 35-40 минут. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня мы раскрываем секреты чемпионата мира WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Один из главных организаторов этого чемпионата Эмиль Губайдуллин. И участник, победитель WorldSkills прошлых лет, замечательный шеф-повар Никита Хохрин. Спасибо большое. Здесь у нас готовятся замечательные татарские манты, очень красивые, оригинальные. Но Никита сказал, что у него есть десерт. Я предлагаю приготовить сегодня сметанник. Но тесто будет не обычное дрожжевое, а песочное, и начнем мы, пожалуй, с него. Для теста мы возьмем масло, муку, сахар и яйцо. Для начинки сметана, соответственно, как всегда, яйца, сахар и ваниль. Эмиль, самое радостное в приготовлении десерта, что мы практически с вами ничего делать не будем. Будем смотреть. А расскажем нашим зрителям, сколько же участников, сколько стран приедут в 2019 году в Казань, чтобы выявить сильнейших. Расскажите, пожалуйста. И есть ли эта информация сейчас? Есть. Ну, точно, да. До одного человека мы, конечно, не скажем, но мы ожидаем, что в 2019 году приедут представители более 60 стран, которые будут соревноваться здесь, на нашей территории. Это где-то 1500 самих участников, 1500 экспертов, которые приедут с ними для того, чтобы помогать им судить сам чемпионат. Большое количество гостей мы ожидаем, порядка 200 тысяч посетителей именно чемпионата, и здесь мы можем пригласить каждого, потому что вход он бесплатный, вход он для всех открыт, для родителей, детей. Это будет очень интересно посмотреть. Кто ваш основной зритель, скажите?
Ну, как всегда, все-таки основной зритель – это ребята, которые только выбирают себе будущую профессию, да, это все-таки, наверное, школьники. Это, я думаю, что студенты учебных заведений, потому что всегда хочется посмотреть на ребят, которые лучше тебя, может быть, где, да, чтобы получить некий пример для стремления. Ну и, на мой взгляд, все-таки родители, потому что именно в этом возрасте родители оказывают определенное влияние на выбор будущей профессии. Поэтому для себя мы ставим также задачу привлечь на чемпионаты родителей. Естественно, мы закончили. Сейчас дадим отдохнуть и пока приступим к начинке. Эмиль, вы сегодня рассказали, как известный ресторатор Новиков во время чемпионатов WorldSkills выбирает себе сотрудников. А какие-то другие вот известные бизнесмены или всемирно известные бренды посещают этот чемпионат для того, чтобы найти своих сотрудников? Безусловно, они не только посещают, очень многие из них являются партнерами и спонсорами чемпионата. Во многих, где-то всего чемпионата. То есть они даже финансово участвуют в подготовке кадров? В подготовке чемпионата. Все они, безусловно, на этом чемпионате ищут себе кадры. Направляют скаутов, направляют специалистов, сотрудников своих HR-служб, которые фактически среди всех этих участников себе отбирают будущих сотрудников, при этом не только для работы именно на территории той или иной страны, но в том числе и ребят приглашают к себе за границу. Например, двое наших ребят стажировались именно в Корее, в Южной Корее, на их предприятиях. Приехали в Казань, поехали на чемпионат в Абу-Даби и вместе наравне с корейцами сумели отвоевать серебряные медали. В этом году? В этом году. Поэтому этому тоже можно поаплодировать. Поэтому это большой именно такой работа, которая ведется с компаниями, это очень важно. И наша задача наших ребят не упустить за границу, чтобы они остались у нас, в нашей стране. Где родился, там и пригодился, желательно в нашем городе и в нашей республике, чтобы именно здесь они приносили пользу. С начинкой мы закончили. И можно будет тесто раскладывать по формам. Берем тесто, катаем из него шарик, немножко разминаем и уже укладываем форму и от центра к краям. Эмиль, скажите, пожалуйста, а наши татарстанские предприятия проявляют уже интерес к будущему чемпионату мира 2019 года в Казани? Проявляют. Они также сейчас участвуют в подготовке самих ребят, разрешают нам тренироваться на базе самих предприятий. Многие из них сегодня действительно рассматриваются как одни из кандидатов в партнеры. Отдельно есть партнерская программа, на которой мы работаем. Тесто распределено по формочкам. Сейчас мы зальем начинку и поставим запекаться. Сколько по времени они будут в духовке и при какой температуре? Температура будет 180 градусов, а запекаться минут 15, я думаю. Сразу видно очень оригинальная подача от профессионального повара. Надеюсь, Никита также будет вкусно, как красиво сегодня выглядит. Итак, отправляем в духовочку наш десерт. Прошу, Эмиль, открывайте. Итак, десерты в духовке, манты в мантоварке. Накрываем стол и будем пробовать оба наших блюда. Сметанник порционный. Для начинки сметану смешали с сахарным песком, добавили 2 яйца, ванилин и хорошенько перемешали. Из сливочного масла, сахара, яйца и муки замесили песочное тесто и разделили его на небольшие шарики. Каждый шарик теста руками распределили по формочкам, залили подготовленной начинкой и поставили запекаться в духовку на 15-20 минут. Подавать порционный сметанник можно с клубничным вареньем или джемом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, подписываемся на наш канал на YouTube. Ребята, давайте дружно улыбнемся и, наконец-то, попробуем вкусные татарские манты по рецепту нашего Никиты. Итак, прошу. И по старой традиции мы, кстати, разлили катык на любителя. Я катык очень люблю, поэтому пробуем манты и запиваем чудесным напитком. Ребят, хоть у сегодняшних манты необычная форма, но вкус остался прежний. Настоящий, татарский, традиционный, очень вкусный. Спасибо, ребят. Спасибо. Ну и сейчас самое время попробовать десерт. Кстати, десерт выглядит очень красиво, можно подавать в любом ресторане. Самый вкусный сметанник за всю мою жизнь. Все-таки какой-то необычный секрет здесь. Спасибо. Очень нежно, вкусно. Эмиль, вам понравилось? Очень. Ну, при вашей работе
Вам не привыкать вкусно есть. Ребят, ну и сейчас подводим итоги нашего маленького кулинарного чемпионата. Все было вкусно, очень интересно и уверен, сегодня каждый житель нашей республики хоть немного, но узнал о предстоящем чемпионате мира WorldSkills 2019 в городе Казани. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Ну, ждем всех на чемпионат WorldSkills. Не забывайте повышать свое мастерство, особенно кулинарное. И тогда награда не заставит себя ждать. Смотрите нас на канале ТНВ. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.